Друзья, всем привет! Это видео будет вертикальным, поэтому держите свой телефон в обычном положении. В этом видео мы с Катей будем общаться с Мадыгмой, с той девушкой, которая в качестве пропагандиста и, как она считает, волонтера ездила в зону боевых действий. Мы с Катей попытались объяснить всю серьезность ее положения и переубедить ее. Получилось у нас это или нет, вы сейчас убедитесь сами, просмотрев этот видеоролик. И также в конце, в качестве бонуса, будет видео, где тоже пропагандист, который сейчас живет в Израиле, дал тоже собственную оценку произошедшему. В общем, друзья, смотрите этот эфир и делайте вывод сами. А я для себя сделал вывод о том, что если будет такая возможность, я с удовольствием буду общаться с нашими наивными людьми, которые подверглись пропаганде. Я считаю, что это не потерянные люди, у них просто не было информации, у них не было доступа к информации, им никто не смог сообщить альтернативное мнение, и поэтому то, что я раньше высказывался о этих людях, рабы и так далее, тупые, там, ватники, я считаю, что я поступал неправильно. Просто люди, к сожалению, все разные. У кого-то нет доступа к информации. И поэтому я понимаю, что мой канал смотрят в основном люди, которые разделяют мои взгляды, но все-таки мы не должны терять, бросать вот этих людей, потому что все равно все эти люди, это наши друзья, знакомые, родственники. Просто мы должны все-таки их потихоньку переубеждать. Все, война вся кончится, а люди-то все эти останутся, и нам надо будет восстанавливать все эти связи. Ладно, друзья, смотрите видео, делайте выводы, комментируйте. Как все и будет. Еще раз привет. Можно я Алексей, мы продолжим? Да. Получается, вы смотрите, вы как есть же такое понятие, как Международный уголовный суд, и там есть определенные, получается, статьи. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? Вы понимаете, что сейчас Россия в том же состоянии, что и Германия, да? То есть целая коалиция против нее выстроилась, и Украине оказывают международную поддержку, то есть тот же самый ленд-лиз, который Советскому Союзу оказывали. Потому что Германия была агрессором, сейчас Россия агрессор. А вы, получается, стали соучастницей. Катя вам действительно верно сказала, вы могли бы сидеть, просто молчать, ничего не делать, но вы зачем-то сами туда поехали, еще и там фотались. Ну, вы вообще вляпались в очень нехорошую историю, и я вот так смотрю, мне кажется, вы, ну, просто как бы, наверное, недопонимали что-то или еще что-то, или недостаток информации, но сейчас вы совершили тяжкое уголовное преступление, и вы этого еще не понимаете, потому что Россия проиграет, и начнут с вот этими людьми, которые были ярыми пропагандистами, их привлекать к ответственности, и вас в том числе. Вот видите, ну, вот как бы вот, надеюсь, я вот понятно это все вам объяснил, то, что помимо того, что вот эти вот ракеты летят на украинских детей, на женщин, ну просто вы хотя бы смотрите новости, то, что там умирают люди, дети, и это, как сказать, это настоящий геноцид, терроризм. То есть от кого, кто там кого защищает, это же вообще непонятно. И смотрите, какой сам режим установлен в самой России-то. То есть за любое мнение, за любое слово могут посадить. Вы знаете, что там в тюрьмах происходит? Насилуют швабрами, морально уничтожают, да, там мочатся на лицо и так далее, да. То есть, смотрите еще, само, получается, право не работает в России. Могут человека убить кувалдой, да, и как бы за это ничего не будет, даже уголовное дело не заводят. То есть вы, как сказать, просто подумайте обо всем, об этом, и попытайтесь как-то из этой истории, хотя я уже не знаю как, но как-то, не знаю, как-то постараться выйти. То есть вы по незнанию, да, как сказать, совершили преступление, но тем не менее оно уже совершено, этот факт свершившийся. То есть незнание закона не освобождает от ответственности. То есть есть Международный уголовный суд, Нюрнберг был, да, после окончания
Второй мировой войны. И вот там всех нацистских этих судили. Вот что будет, короче, вот такая вот перспектива. То есть, а то, что там какие-то сказки рассказывают, что мы там в Украине, да, в чужом государстве защищаем свое государство, это вообще полный бред. И смотрите, вы говорите, Путин там президент, но он нелегитимный человек, потому что он сидит уже больше того срока, который он должен был сидеть. Он нарушил Конституцию, основной закон страны. Понимаете, почему все это происходит, да? Потому что нарушен главный закон страны. И человек просто, ну, уже совсем уже, как сказать, съехал с катушек и, не знаю, ну, просто делает то, что он считает нужным. А вы еще в эту историю вляпались. Паранойя. У меня близкий мой родственник говорит, у него паранойя. То есть он не идет мобилизоваться, он работает, он молчит. Ну, вот, он так аккуратно говорит, что... Ну, я как эксперт в этом, я говорю, у него паранойя. Россия обязательно. Кто там написал? Россия проиграет, что вы несете. Ну, а как она может выиграть? Вы сами подумайте. То есть, она сейчас обложена санкциями, да, эта страна. Никому ничего не может продать. Она в международной изоляции. Никакого развития, никакого будущего нет. Вы там чему радуетесь, я вообще понять не могу. То есть, скоро там не будет уже ни нормальной сотовой связи, ни каких-то вообще современных технических средств. Вообще ничего не будет. И чему там радоваться, что это за какое-то там бахвальство, да, когда наши же буряты, да, сколько там умирают, погибают, сколько мужчин вообще уезжает, то есть что вообще будет с нашим, как сказать, с самим бурятским народом-то, то есть мало того, что мы сами являемся оккупированной территорией Республики Бурятия, то есть мы раньше вообще были, ну, монголы мы были, в общем. Нас в свое время оккупировали. Эта война была 138 лет. 138 лет мы отбивались от вот этих вот оккупантов. Затем нас захватили. И теперь мы вот в составе вот этого вот, ну, как сказать, оккупированной территории еще сами вторгаемся и подвергаем геноциду других уже людей. То есть все, что было в Украине, было и в Бурятии на самом деле. То есть... как сказать, что-то там сидеть и радоваться тому, что там умирают украинские дети, это вообще, ну, нельзя, потому что в таком же положении мы сами были. Просто, Мадыгма, вы подумайте об этом, я вам еще в личку написал. То есть это вот все серьезно на самом деле, это не просто так вообще. Все, что происходит. Вот эти активисты, они думают, что делать им нехер, да, все уехали куда-то за границу от того, что кто-то там, никто никому никакие бабки не платит, ничего. Все это бред полный. Просто люди обладают информацией, все понимают и пытаются вот как-то каким-то образом воздействовать на людей, чтобы они просыпались, чтобы не умирали. За что умирать там? Вот? Какие можно интересы там Бурятии отстаивать в Украине бурятам? Что там вообще потеряли? 6 тысяч километров. Что там, кому, что там делать вообще бурятам? Я еще говорю, как если да? Китай нападет? А если Китай нападет, кто будет защищать? Ну, пускай нападет, а потом будем уже Но он не смотреть. нападет, естественно, Китай тоже. Ну, Китай, он участник международного права, да, есть международная, как сказать, договоренность, что не нападаем. То есть, ну, и вот Россия взяла, грубо нарушила вот это вот право. Напали на Грузию, напали там на Сирию, на Афганистан, на Чечню. То есть и все подается, как будто бы Чечня напала на Россию. Но это какой бред. Они просто хотели независимости, свободы, выйти тогда, а их вот таким образом задавили, убили, уничтожали. И сейчас они тоже вынуждены в составе вот этой вот, как сказать, оккупантов, да, нападать на эту Украину. То есть вот, понимаете, вот, как сказать, в какую вы задницу попали? Ну да, мы все в задницу эту попали, все. А вы можете этот УК РФ, ну, то есть конкретно вот за наши фотографии туда выложить, ну, статью, я честно не знаю. Какую статью вам будут инкриминировать? Да. Ну, я, как сказать, проконсультируюсь и, конечно, вам скину вам в личку. Ну, вы посетили уже аннексированную территорию. Вы знаете, там педагоги, которые туда поехали, они же тоже по 12 лет, по-моему, получили. Нет, то есть, которые, как сказать, поехали туда работать. Что вы говорите, что я вторглась в территорию, это уже я поэтому не прохожу лично, я сама за себя скажу.
Так как Что? у меня военный билет, И что? у меня есть разрешение, то есть, понимаете? Вы почему не понимаете, что вы, как сказать, Россия сейчас на стороне, ну, она проявила агрессию так же, как Германия. Вы же согласны с тем, что Германию правильно судили? Вот Нюрнбергский процесс когда был. Потом была денацификация в Германии. Денацификация будет в России, то же самое будет. Не убивать, я вообще-то врач по специальности, вот пишет. Ну, какая разница-то? Вы просто, ну, международное право есть такое, понимаете, вот как уголовное право, да, есть же, и международное оно еще шире. А Россия, она, ну, как сказать, нарушает это международное право. Она вообще вторгается в чужие Я территории. теперь поняла вас, что международное право. Что? Что я поняла, Да, что... да. То есть Россия же не может диктовать всему миру свои какие-то условия. То есть она сама нарушила вот эту сделку о ненападении. Они взяли и вторглись в чужое независимое государство под прикрытием, что там якобы кто-то угнетает русских и так далее. То есть если там угнетают русских, почему они тогда ООН, миротворцев туда не ввели? Почему вот это ОБСЕ туда не прислали? Почему вот международное какое-то освещение не сделали? Почему они решили сами разобраться? Что? А? Элементарно не вдупляет. Ну, просто видите, почему я решил выйти, потому что это возможность, тоже вот такие ватные товарищи просто смотрят, чтобы они, как сказать, начинали понимать, что вообще к чему, потому что вот смотрят телевизор. Перебью вас. Один мужик со мной даже Да. созвониться не хотел, не то чтобы в прямой эфир. Ну, Я может быть, он в России сидит и Я боится. вашу позицию поняла. Боишь же, да, вы? Сидит в Да, России. да. Речь про Байкалова, насколько я знаю, он в России, потому что я читала, что на него еще русский националист, он там висел. Вы зайдите тоже, Мадыгма, найдите в Телеграме русский националист, многонационал, почитайте, что вообще русские пишут про остальных, остальных россиян, не русских. И где вообще так-то денацифицироваться надо, в какой стране? Не, Вы ну просто, ладно, это наверное, внутренние проблемы России. Имеется в виду сейчас, это было конкретное вторжение в чужое независимое государство, убийство мирных людей. Затем... Я это поняла, я это поняла, то, что вы сказали, международное право. Да. Что, да, Россия попрала международные права, то есть вот как-то вот так инфантильно, все, мы захотели, и все, и никто нам не указ, ну так же не бывает. Это. Ну, конечно. И это нарушение, это преступление. То есть для чего вообще люди встречаются и заключают эти все соглашения, да? А при этом сами любят трясти, что вот все там не соблюдали соглашения, а Россия сама не соблюдает соглашения. Во-первых. Во-вторых, но Мадыгма, видимо, не знаю, вы за пределами Бурятии жили когда-нибудь? То есть, ну, я все равно... Нет, я бурятка. Не, ну какая разница? Мы все Бурятия. Понимаете, да, вот если вы вот сейчас вот в Питере, да, ну, вряд ли у вас что-то... Ну, вот если вот будете жить в Питере долго, да, переедете, вы себя прочувствуете вообще, что такое быть бурятом вообще вот в западной части России, вот в этих... То есть это все только, судя по сообщениям, ухудшается. Я вообще училась в школе в 90-х годах в Москве. Тогда уже было очень тяжко. Все говорят там, Не, ну это понятно. что раньше было. Да. То есть бурятам, то есть у меня даже близко поддерживать что-то такое не возникло, оправдать войну, потому что я думала, я вообще была уверена, что буряты подумают, как я, а мы-то там что потеряли? Мы-то тут при чем вообще? Мы будем Бурятию защищать? Бурятию, да, я тут вообще кровь пролью, тут еще косьми лягу, я никого не пущу на территорию Бурятии. Я думала, что у бурятов такая логика, но я такая наивная оказалась, далекая вообще от реалий. Не, ну просто сейчас, видишь, вот мы вот пытаемся, смотри, вот, Катя, мы, получается, сейчас вот эту всю ситуацию анализируем, рефлексируем и понимаем, что просто есть люди, которые вот так слепо верят, получается, всей этой пропаганде. Вот я слышу, Мадыгма говорит, вот там Путин сказал, да, там типа это надо, как сказать, верить. Путин это просто обычный человек, да, вот как там этот наш, как Аюшеев, да, это просто человек, которого выбрали, это не какой-то там, не бог там, не какой-то там, не знаю, кто-то еще. Он самый богатый человек, да, на земле, он самый богатый. Власти, захватил ее, сидит, удерживает, да. Мало того, что он...
расставаться. У него такая власть, он не может, он вцепился. Но он не булками. может, потому что у него как бы там вход есть, выхода нет, да, ну, как в мафии. То есть, Нет? ну, он не может ее физически, потому что его потом не станет. То есть он это все это прекрасно понимает. И, ну, как сказать, я вот, ну, думаю, что то, что мне сейчас, ну, как сказать, больше лет, наверное, у меня, как сказать, сформировалось мнение, я посмотрел, как сказать, жизнь, да, посмотрел в течение какого-то продолжительного времени, что люди говорят и что на самом деле за этим ничего не стоит. А есть вот люди, да, которые там за 20, и они вот, видимо, слепо в это верят. Мы все-таки, Катя, с тобой примерно эти же ровесники и как бы более все это понимаем. Какого А года? там на 10 лет, Вы а? какого года? 85-го. А люди, Да, которые там за 20 им, да, они просто наивные, пока они еще ничего не понимают, видимо, не разбираются в этом, не, ну, как сказать, в политическом строе и так далее. И поэтому, как сказать, вот просто идут на войну, еще думают, что они там какие-то геройские поступки совершают, и не понимают, что они участвуют в преступной войне, которую развязал военный преступник, уже который все это, как сказать, все вынесено же уже, как их, ну, как вердикт или как это называется-то, я уже Ну забыл. да, ну все как бы, да, как бы, ну, аресты. Да, да, да. То есть государство, он приедет в другую страну, и они его обязаны будут арестовать и все, и везти в Гаагу, и судить его там. Просто видите, вот мы, Дагмар, вы ввязались в это дерьмо вообще на самом деле. И мне вот по-человечески вас просто жаль. И я не знаю даже, ну как там, ну каким-то образом вам надо будет из этой истории вылазить. Потому что, мне кажется, Бумбошкина, она, наверное, делала это ради каких-то корыстных целей, я так считаю. А вы там как в этой истории оказались? Вы Ну, вообще как в этой истории оказались? Вы ее подруга или как? Я по специальности врач и поехала с Юлей совместно волонтером в плане доставки антидронового ружья. Ну, вы понимаете, что это вообще война-то преступная? То есть, ну как сказать, зачем их поддерживать вообще, если они являются оккупантами, такими Нет, же, как немцы? я это не поддерживаю. Если так уж оно случилось, уже это все случилось. Возьми свою, это моя. Не, ну Если уж как так это уже случилось, случилось? она же идет. Понимаете, она же идет. Мгм. ну, А мы никак это не Ну, можем. надо делать все, чтобы наши ребята возвращались оттуда, разрывали Оттуда. контракты, уходили просто с этой войны. Зачем их еще поддерживать? Зачем это, как сказать? Если человек будет с 5-го этажа прыгать, да, вы будете к нему подходить и говорить, ну, раз ты уже начал прыгать, то давай я тебе там что-нибудь дам с собой, да, чтобы ты уж наверняка убился, да. Нет, это Давай чуть-чуть- ты возьми это гранату чуть-чуть- с собой еще. Ну, вот какая логика-то в этом? Нет, колодец прыгать, с этажа прыгать, это чуть-чуть разное, понимаете? Просто... Нет, Ну, как, это как одна разные-то? категория. Нет, Они нет. идут на убой, у них, понимаете, у них отсталое оружие, вот этих 60-х годов, да. Ну да, Они это идут понятно, против но вы современного понимаете, что американского не у оружия, всех, хаймарсов. не у Их там всех просто бурят громят. есть возможность это все свои права отстаивать, понимаете? Не у всех есть. Нет, смотрите, Не у дайте я всех себе договорю. Вот сама есть. Бумбошкина, да, я эфир ее смотрел, она сама там говорит, там огромные потери несут. А зачем им еще помогать-то? Им наоборот надо говорить, все, ребята, все понятно, там никаких там нацистов нету, нам все надо просто возвращаться в Бурятию, поднимать свою Бурятию, работать на благо ее. Зачем их еще поддерживать в какой-то войне? Да. В Вы такими убийстве? действиями Это же не на нас напали. Если бы на нас напали, мы бы сами туда поехали Я- защищать Бурятию. Я понимаю это все, я понимаю. Я имею в виду то, что я сейчас склоняюсь к тому, что не все буряты могут отстаивать свои права. Не все. Ну, Не все это могут понятно. уклоняться от этого, понимаете? Ну, надо их просвещать просто в этом плане тогда. Ну, а если они не могут, ну, я понимаю, я вот 10 лет назад тоже такой же был, там, ватник, да, такой, там, думал, Да, о, Рашка вперед, да, все такое. Если я, То есть, например, в своей специальности, как врач, да, ну, вообще, это не военной деятельности, вообще как врач, я могу там свои действия, свои что-то отстаивать. Вот меня попросили выйти в такой-то день дежурить. Я говорю, я не могу в этот день дежурить, я могу отстоять. Это Да, зависит да, не, я от понимаю. человека, понимаете? От человека это зависит. Кто может, кто не может. Ну, я понимаю, да. Кто ушел, И дальше что нет тогда? поддержки, нет возможности это отстаивать, понимаете?
Ну, это же та же ситуация, я говорю, что они с 5-го этажа прыгают, они на смерть там идут. Они там не смогут победить. Это же, блин, коалиции из 50 с лишним стран. Им Ну, а еще почему там вы так негативно финансовую. настроены, что они не победят это все? Как они Надо могут весь мир победить? Вообще, вот как вы представляете еще, это? еще раз. Как они могут весь мир победить? Рашка вообще за что там воюет-то? За что Рашка воюет там? Вы можете хотя бы на этот вопрос ответить? Они там защищают родину от кого? На чужой территории находясь. Кого они там защищают, от чего? Даже сам Пригожин уже, да, вот есть же, который зэков набирает. Он и то сказал, все это херня полная. Вот есть у меня в сторисе, я могу вам тоже в личку отправить. Он и то даже уже сказал, который сам там воюет. Все типа это все какая-то херня полная. Не, я не прослушала, я прочитала словесно, ну, мне было не до конца Да. понятно. То есть он даже еще говорит о том, что будет потом вот раздел России, да, это он сам говорит, то, что у каждого там олигарха есть свое ЧВК и так далее, там, то есть, как сказать, ну, то есть человек уже полный, как сказать, там, типа дискредитации, ну, хотя на самом деле никакая не дискредитация, это просто затыкание ртов. Для чего вот эти законы приняли? Для того, чтобы вот такие люди, как вы, которые более доверчивые, да, они не слушали другое мнение, не слушали нас, потому что мы бы в России, если бы пришли, что-нибудь начали говорить, нас бы сразу же арестовали, посадили там и все такое. Вот для чего это сделано-то. И чтобы люди просто не имели, не слушали другое мнение, и все. А А вот вы думать, что вот... Да. нашим как вот помогли, как вот, так скажем, уклоняться, избегать, вот как-то вот помогать? Ну, я в Ютубе канал веду и Баир пытаюсь доносить. Вот. выходил на протесты в Бурятии. Ну да, будучи я в Бурятии. выходил там на митинг. Ну, это, Баир ну, как выходил сказать, на митинг. 21-24 выходил я там на митинг, да. 21 И- апреля? 21 сентября, когда мобилизация началась. Когда мобилизация. Ну, Да, я Ну, то тогда есть это было в- сразу понятно, очевидно, что это какой-то бред полный, что, как сказать... Ну, видите, когда это, конечно, неправильно было, что вообще после 24-го надо было все это делать. Но тогда страх был сильный. Но когда Бурятии коснулся, я уже понял, что ну все, это терпеть нельзя. Потом вот это вот то, что с деревень там забирали наших, да, этих мужиков, это вообще бред. Их просто на убой повезли. Вот кому, вот смотрите, вот эти бедные женщины там остались, да, матери бурятские. Кому будет потом интересно, за что они там умирали, там год пройдет, да, война вся это кончится, за что они там умерли-то, Рашка это развалится. То есть вот сейчас об этом никто не думает. Еще какая им там поддержка, зачем вы это вообще еще связались с этой где? пропагандой? Помимо того, что самое главное, у вас будет вот эта вот ответственность потом. Вам сейчас надо, я не знаю, лучше уехать тогда и выступать тоже против войны. И, А так где сказать, сейчас ветераны Чечни, чеченских войн? Где ветераны Афганистана? Где они сейчас? Какие имена? Мы их чествуем как? смотрите, здесь, Катя, тоже такой вопрос, то, что в Афганистан тоже вторглись, там сколько мирного населения убили, Ну да. и в Чечню тоже вторглись. Ну да, Так что они я тут тоже, по идее, оккупанты, так что... в том-то и дело, я согласна, и там, и там. Но самое главное, что они же как бы тоже как геройски пошли там Да никому не нужны. восстанавливать справедливость, помогать местным. Они же, как всегда, мы спасаем местных. Да, где они ну, сейчас? где там в Я Афганистане? имею в виду с точки зрения пропаганды России, да, Да, внутрироссийской. Где эти герои? Они вообще герои? Кто-нибудь про них знает? Та же самая участь грозит героям российско-украинской войны. Вот в чем дело. Потому что ни героев Афганистана никто сейчас не помнит. Они жили вообще хуже всех, как последние бомжи. Ну, главное, это То же самое касательно обычной мирной жизни, да, вот эти вот все так называемые, все эти ветераны вернутся домой, у них будет всех ПТСР, да, то есть они творили там такой беспредел, убивали людей и вернутся в мирную жизнь, и будут вот это вот на наших улицах, да, там в Улан-Удэ, в Бурятии, творить тот же самый беспредел, да, то, что они там творили. И вот это вот, ну, тоже очень страшно, потому что у меня вот даже друг, товарищ, да, я просто охренел, рассказывает, я вот познакомился на днях с вагнеровцем, да, то есть человек за двойное убийство сидел, его отправили на войну в Украину, он там, ну, как сказать, повоевал, вернулся,
И вот такой чувак сидит, который 2 людей убил, пятнашка у него была, Освободили. на 15 лет его посадили, и его освободили. И то есть он сейчас свободно гуляет, он кого-нибудь убьет, да, потом опять пойдет на войну, и все, и то есть опять вернется. То есть вот это ящик Пандоры на самом деле. Для таких вот убийц, да, педофилов, маньяков, это вообще У нас легко теперь. преступления выросли в России там 250% с огнестрелом с начала, да, войны. Но об этом просто не говорят по российскому Ну, конечно, телевидению. кто И будет это говорить? да, Зачем это Где, нужно? где это было? Ну, это говорят независимые источники, что потому что так-то в открытую никакие пророссийские СМИ об этом не говорят. Но видно, то есть же, мы смотрим, в интернете есть видео, доказательства, что там напал на пьяный там или дебошир, или здесь, и угрожал после того, как побыл на СВО. Ну, это вообще, стоит это вообще всего того? Стоило это вообще? И самое главное, и что дальше, как дальше? Ну, окей, в чем победа, в чем заключается победа, и в итоге как дальше жить? Кто должен восстанавливать Бахмут? Там Авдеевку, да, Мариуполь. Ну, это вообще невозможно перечислить вообще. То есть просто вот стерто с лица земли, это вообще, как это будет? Нет. Даже всем миром восстанавливать. Там Я это еще все, хотел это все. узнать, как вы вообще, Мадыгма, узнали-то об этом всем? Ну, то, что вот надо ехать туда, там, какой-то антидроновый. То есть вы посмотрели сторис Юлии и решили ехать, что ли, или как? Да, был у нас в Бурятии сбор. Не, имеется в виду, что вы решили сами туда ехать вообще? Да, я вообще давно собиралась уехать. По работе уже конкретно. Вы хотели там работать, деньги заработать или что? Ну, а почему деньги? Я же врач. То есть вы из хороших, каких-то лучших побуждений хотели туда поехать и, ну, как сказать, просто полнотой информации не обладали, получается так? Ну, возможно, да, конкретную информацию. То есть я собиралась вообще уехать в сентябре. Понятно. Ну, понятно, меня родители не отпускают, мама, папа, мама. Молодец, Ну, мама. вам вообще не надо было туда, я вот вообще не понимаю, зачем. И вы еще за свой счет, наверное, туда поехали? Или как? Ну, конечно, за твой счет. Я не собиралась. Не, ну это, конечно. Мы просто все думали, что это здесь, как сказать, типа там какая-то прокладка ФСБ, да, там то, что... Ну, что кто-то нас там проплачивал, кто-то оплачивал или там за... Ну, просто, видите, смотрите, про бурят, да, целенаправленно вот эту вот антипропаганду сделали, на самом деле, с 2014 года еще, да, вахи дали там этому слово. Хотя мы сейчас понимаем, что на самом-то деле, если бы они хотели, они бы его давно бы там, все его видео удалили бы и так далее, да. Ну, не удалили его самого бы, не дали бы ему там вести блог. Но вот это была пропаганда специальная. Боевые буряты, вот эти все якобы. Что? Не-не-не, я комментарии читаю, просто больше нет комментариев. Слушаю. Ну, и это была специальная пропаганда, чтобы потом все это дело скинуть на бурят. Потому что, как ни крути, русские, украинцы, это, ну, очень близкие народы, да. Сейчас братские говорить уже как бы не, как сказать, ну, не получается, потому что друг друга убивают, да. Но потом как-то надо будет мириться, и вот вся эта история ляжет просто на азиатов, на бурят в первую очередь, что вот такие злые буряты взяли, вторглись в Украину, убивали там и так далее. Хотя на самом-то деле там, ну сколько, 0,3%, да, Катя, от всей армии составляет. И там нет ни командиров, нет никаких там командующих и так далее. То есть это какие-то рядовые пехотинцы. Там побольше процентов, но все равно, конечно, это ничтожно по сравнению с тем, что у нас действительно военных бурят много, но по какой причине заставили? Все это искусственная же история. Конечно. И буряты на самом деле, там сейчас пишут, и главное, и буряты так это все лайкают, и так рады. Я говорю, да что вы вообще делаете, что вы творите? У вас специально этими лживыми, токсичными комплиментами, да, вот заставляют, ну не только буряты, там, конечно, и других тоже,
что Ну, вы я так... самые смелые, вы самые всегда исторически были самыми там преданными, там тыры-пыры, там, ну, Ну, это это просто же специально пропаганда. Это она, к пропаганда. сожалению, она, видимо, Понимаете, так работает здесь хорошо, гордиться на самом нечем деле. вообще. Большинство Ну, бурят все равно не поддерживают. потому что нет еще другого альтернативного мнения. Я вот сейчас к этому выводу просто прихожу, когда вот говорит только телевизор, да, и вот эти вот проплаченные блогеры, и, ну и все, а другого мнения нет, и не дают высказываться, не дают выходить на митинги, не дают вообще никакой свободы слова, хотя она прописана по Конституции. Вот, кстати, еще Мадыгма, да, вот у нас Конституцию нарушают как только могут. Во-первых, ее обнулили, хотя это вообще никак невозможно. Потом вот выходить на митинги, да, на все на эти, вообще не запрещено ничем. Но этот есть типа КоАП, да, Кодекса административных правонарушений, который никак, никаким образом не может быть выше Конституции. То есть это просто какой-то к этому, ну, в общем, это КоАП, да, и там к нему какую-то приписку приписали. То есть, по большому счету, да, когда вот это будет власть меняться, да, они тоже там могут сказать, а мы-то, как сказать, ничего не нарушали, это вот полицейские, они сами там вот конкретно их идите. То есть они там на самом-то деле конкретно подстраховались. И почему, вот, как сказать, они так нервничают, и да, сейчас статью ввели за то, что за содействие этому Гаагскому суду, потому что здесь-то они уже облажались, потому что здесь их уже могут конкретно прижать. И поэтому, ну, то есть они всеми способами пытались не нарушать закон-то на самом деле. То есть на третий срок иду, потому что в Конституции якобы не написано, что не более типа 2 сроков. Ну, как-то там, как-то хитро, да, там сделано было. То есть они же юристы, они все прекрасно понимают, что совершают преступления, правонарушения. Почему войну войной даже не называют-то? Потому что война, она же, как сказать, есть же статья за это, за агрессивное развязывание войны. И они вот специально ее назвали спецоперацией, не дают никому называть войну войной. Ну, это То есть понятно, это что уже... как с ковидом было так же, и закрывали всех, понятно. Ну да, вот поэтому это, то есть, это очень хитрый, как сказать, хитрый подход, и, видимо, просто это так сильно, видимо, воздействует на людей, и, к сожалению, ну, много еще людей, которые, имея такое же мнение, но они просто находятся в России. Почему вот вы говорите, там этот не может с вами выйти на связь? Потому что он боится, он там находится в России, там за ним приедет ФСБ, его арестуют, и все, и он, ну, как сказать, не хочет просто подвергать себя Нет, опасности. даже Вот, я не в так эфир сказать. просила, на телефон даже. Говорю, давай, покажи свою соцсеть. Но он, Конкретно, ему если вы вообще боитесь угрожает, со я мной видела. общаться, нет, Ему конкретно, если Баир, да, Катя, вы вот со мной общаетесь, вы мне смотрите в стоп, Байкалов. да, конкретно Да. говорите. Я видела про него, что его... Я в плане имею в виду, то есть оскорблять-то здесь и не нужно. Я к этому веду, понимаете? Ведь оскорблять и угрожать не нужно. Не нужно, я согласна. Просто люди, понимаете, некоторые на эмоциях это делают. Я понимаю, что вот меня обзывают всячески тоже на эмоциях. Я как-то уже как-то не реагирую. Но дело в том, что... Ладно, я факт сейчас... есть факт. Да. Сейчас я скажу, и потом, ну, как сказать, наверное, либо выйду, либо это... Просто меня просят, типа, там дать слово сказать. Смотрите, почему они на эмоциях? Потому что, вот вы читали новость, да, взорвали дом, там погиб 2-летний ребенок, погибли там 14 человек. То есть, смотрите, как это все ассоциирует. Вот вы там на фоне ракет фотались, да, на следующий день там взрывается дом, и, конечно, ну, может быть, это не та ракета прилетела, но, тем не менее... Ну, понятно, да. Как сказать, Так это видите, это возможно, мугл, короче, да, как сказать, это преступление, Я ну и поняла вообще... вашу позицию, что вы связываете это то, что вот мы, ну, то, что несем ответственность за бурят. Я это поняла. Я это писала, Да. Катя, что все серьезно, ладно, я это поняла. Я это писала, личные сообщения Кате. И писала, что, и говорю, что, возможно, был не в том контексте это показано, понимаете? Ну, конечно, не в том. Ну, как вы В каком на еще можно фоне контексте это оружия... делать?
Я на фоне боеголовки, и как это еще, да, с бурятским Вообще флагом. туда ехать не надо было их поддерживать. Да, Потому что, ну Туркша. как, надо же разобраться, за что люди там воюют, за что они убивают других людей, вообще непонятно. Если весь мир, ну, не может же весь мир быть, знаете, вот такие идиоты, да, такие там, вся Европа, вся Америка сидят, да, люди, которые создают там iPhone, Теслу создают, вообще, как сказать, экономика №1 в мире, и такие вот, они мечтают эту рашку несчастную завоевать, да, такие сидят, да, там, как же нам ее завоевать, да, нахрена она им нужна вообще, если они и так все там покупают, все, что нужно, блин. Да. Они, как сказать, на новых технологиях развиваются, они не на каком-то там угле, там, на нефти и так далее. Непонятно, но я сразу свою как бы позицию, свое мнение сказала, что я здесь ничего не пропагандирую. Я это писала и говорила личные сообщения. Ну, на самом деле это пропаганда. Ну, Все равно. Ну, да, это вот... но невозможно, еще... я честно, это не понимала и не знала, что как это выглядит, что выглядит это Ну, как вот пропаганда. это понятно, кстати. Вот если вы признаете, что я не понимала, Да. что происходит, это Ну, нормально. да. Нормально. Действительно, это была какая-то пропаганда конкретно от бурят. Кто это надоумил-то вас вообще? Если Я вы не понимаю, что соображали, вы имеете право вообще на это, абсолютно. нужно Мы вас было не, то есть мы конкретно готовы писать поддержать. от себя, не за бурят. Я вас вот эту позицию вашу поняла, что вам тоже страшно, находясь за рубежом, конкретно. Да при чем здесь это-то? Это вообще не то. Дело при чем здесь? Это вообще не при том. Это же просто чисто человеческое даже, вот, ну, как сказать, там убивают. Причем здесь кто-то там угрожает, это вообще, никто там никому не угрожает, а кто вообще вот надоумил-то, вот, поехали там фототься вот на фоне ракет, кто это придумал-то вообще? Нахрен это надо было? Вы же приехали... Была такая возможность, я сфотографировалась. Не, а кто предложил-то это? Зачем вообще надо было? Потому что там нет доступа на обычных машинах прокатиться, понимаете? То есть там нужен Урал, либо вот такой танк. То есть там нет дорог. Ну и на фоне ракет решили сфоткаться, и еще там эта Юля стреляет из автомата, да, и, как сказать... Стоит, позирует с автомата. Да. И угрожает. И пишет угрозы-то она. То есть за того, за кого еще подписать, сейчас пульнем по нацистам. Главное, не по нацистам, а по националистам. Ответка по националистам. Вообще, что за бред? А, видимо, нацисты, националисты эти вещи как бы не дифференцируют, во-первых. Во-вторых, вообще, ну, это все выглядит как такой безмозглый вообще какой-то фарс, какой-то вообще... Мы даже не очень верим, что это вам пришло в голову. Нам кажется, что вас кто-то заставляет специально такими паяцами, марионетками. Поверьте, меня никто не заставляет, ни правительство, ни ЦДНов, ни здравоохранения, ни... И еще говорит, чтобы вы говорили, что вас никто не заставляет. Нам, не знаю, очень хочется верить, что это не вы, а вас заставляют. Ну нет, конечно, нет, конечно. Ну, это намного хуже. Было бы лучше, если бы, по крайней мере, вас кто-то заставлял это делать, там, угрожал вам. Еще могла бы я понять это. Нет, но когда еще и сам от себя, ну... Ну, получается, это как раз-таки недостаток информации. Люди не понимают, не знают ничего. И верят телевизору, еще, видимо, верят, что там кто-то там Госдеп купил какой-то... Это вообще такой бред какой-то. Это... Бурятию, там, при Бурятии, там... Asians Нет, of Russia. Я это все поняла, я это осознала, что это неправильно, что за бурят нельзя так было, все, я это приняла. Теперь вот второй момент, то, что мне не понравилось. Пошли конкретно какие-то угрозы от сообществ. Ладно, там от людей фейковых, да? А конкретно... А у вас есть это? Вы можете скинуть-то, показать? Конечно, все скрины есть. Что у Кати, что... Ну, скинете тогда, потому что я вам написал. Ну, то есть, это было, то есть, отмечено, да, вот в сообществе конкретно.
конкретно про Юлю писали. Это Писали, Альбина, что сравнили с Дугиной и Татарским, так? Вы про это? да, то, что это уже звучит как угроза, понимаете? Это не звучит как угроза, ну, это можно и так расценить, что вам так угрожают, а можно расценить как то, что такая тенденция есть. Вы не в курсе были, да, я вам объяснила, Но я что про это не знала. есть два фактора. Эти люди погибли. Мы не хотим, чтобы ни Юля, ни вы кончили такую жизнь. Мы этого не хотим. Поэтому мы вас шеймим сейчас, да, ругаемся, потому что понимаете, что творится с этими людьми? Кто-то их Нет, убирает. ну, смотри, Катя, вы наверняка знакомы, да, с сообществом, кто владеет этой информацией, кто сообщество. Можно же было написать, я не знаю, Юля, удали это сообщение. Это что? Удали. Но Юля бы удалила, Но да? вы же это не сделали. Но И уже Юля бы это не пошло удалила. это Знаете, отметки, Юля в курсе. Юля, вы сейчас, если смотрите, напишите, да. Не, Я она вам не смотрит, давно, когда такая. мы начали сбор, она начала сбор на это антидронное ружье, я уже тогда начала ей писать, да, я начала ее репостить, она еще тогда меня не забанила, я сказала, вы зачем вообще в этом всем вмазываетесь в открытую, Правильно. пожалуйста, Ну да. не делайте это. Тем более, Буряты, уже- буряты и так далее. Потому что вы просто, ну не делайте это от бурят вообще, то есть буряты против Ну, войны смотрите, и все. это же по сути как не ружье идет, это идет против дрона, то есть, который сбивает эти А для дроны. чего? Которые- Для того, чтобы буряты продолжали, шашлыки Нет. продолжали убивать Нет, украинцев. смотрите, оно называется антидроновым. Летит дрон, мы их сбиваем. Все, оно на людей Да, ни для на чего? кого не летит. А что буряты вообще делают там? Зачем они вообще? Да, вообще надо оттуда уходить, да и все. Вы понимаете, наши ребята, они же туда пошли не строить дома там, они же сидят. Да. Не, ну это Они же говорят, Они на понятно, чужой я же не территории могу, вообще я же не находятся. могу отвечать не за на то, что тракторах уже же им там случилось. пшеницу сажать Я они так, поехали. Я не могу отвечать за то, что сейчас идет и случилось. Понимаете? Я не могу за это нести ответственность. Ну, это понятно. Единственное, что мы должны делать, мы должны им говорить, как мы ему спасти. Уходите оттуда, Да, убирайтесь да. вообще, не И ходите. Едьте не вообще ходите. изначально туда. Вообще, лягте, лежите, пусть вас несут вообще, но ничего не делайте. И таким образом вы по крайней мере, не запятнаете себя, вот, то есть по максимуму у вас будет доказательство, что я ничего не делал, меня заставили, там, силком притащили туда, но я не держал в руках оружие, там, это уже будет облегчающее обстоятельство. А иначе так... Ну, я бы... Понятно, если их выборы, значит, сделали, не могли отстоять, не могли уйти. Ну, понятно. Не то, что они выбрали их, направили, получается. Ну, они должны были думать своей головой, зачем они вообще туда едут, для чего. То есть, ну как сказать, я завтра приду и скажу, давай вот ты там за меня пойдешь кого-нибудь там убивать, да, ну вот, грубо говоря, они же не пойдут. Почему они тогда вот этим вот людям вообще верят? Кто они такие-то для них? Как сказать, надо сперва разобраться в этой всей истории. То есть, ну, понимать вообще, что к чему происходит-то. И они же едут, ну, действительно, там не на шашлык, там, ну, как-то это двусмысленно прозвучало, да, не картошку сажать, не что-то еще. Они едут туда на войну, блин. Еще прекрасно знают, что там вот эти хаймарсы, да, там вот это вот новейшее оружие, да, американское. И они там едут на вот этих вот там, на что там, 65-х, да, там, 55-х, ну, на каком-то советском старом дерьме вообще, которое, по сути, и, оказывается, и при совке-то не очень хорошее оружие было, как сейчас все это понимают. Пишут, 50 с лишним человек умерли от этой ракеты. 50 с лишним за один день. А может быть, это та ракета, которую вы подписывали. А может быть, нет. Ну да, но это уже, видите, самое это, ну вот лично для вас, это, конечно, то, что вы вообще туда поехали, на эту аннексированную территорию, и в этом приняли участие, вот это вот, ну, хотя, конечно, я так понимаю, вы просто от незнания, но тем не менее, и, в общем, я не знаю. Лучше вам уезжать, в общем, из этой страны и раскаяться, и я тогда думаю, тогда так нормально будет, потому что, ну, я просто уверен, что это не сможет она, Рашка, так долго продолжать. Ну, либо вот вариант Северной Кореи, да, то есть, ну, все полностью, все закрыты другие страны.
Все, тогда да. Ну там внутренние репрессии такие начнутся. Вот вы про 30-е годы знаете, 37-й, 38-й. Наверняка у вас там тоже ваши родственники погибли от этого. Сколько бурят-то вообще было убито? Они убиты были просто так вообще ни за что в 37-м, 38-м году. Вот про эту историю знаете, сколько репрессий-то было? Десятками тысяч. Да? У каждой бурятской Убили семьи просто так вообще. Потому что Сталину надо было дальше сидеть, и он начал внутренние репрессии производить. То же самое сейчас опять. Да. А, кстати, меня нормально видно, потому что ему вообще плохо что-то видно. Да. Тебя нормально видно. Да? Там что с интернета видим. Ну, в общем, мой вам совет: уезжайте из страны и попытайтесь там, не знаю, принести извинения и так далее, и, может быть, и там не будет для вас последствий. Потому что, иначе, я думаю, что это ничего хорошего потом в будущем не будет. Вы там поехали, пропиарились, не в тему на, как сказать, весь интернет. Вы думаете, вот эти вот СБУ там сидят, что ли, ничего не фиксируют? Конечно, они все там фиксируют, смотрят, потом будут, как сказать, как заводить уголовные дела и так далее. Да. Будут, да. Мы-то вообще ничего не сможем сделать в Бурятии. То есть, как сказать, ну как, это вот денацификация просто будет напросто. Немцы же, они же ничего не могли сделать, когда Вторая мировая кончилась, когда Берлин разбомбили, и все. Они были вынуждены просто подчиниться. Капитулировать, да. И Гитлер застрелился, и все. А те, кто за него перли, они просто, как сказать, ну, всякими путями уходили от ответственности. То же самое будет. Никуда не денешься от этого уже. Поэтому надо по максимуму спасать своих-то, а не тащить, да, не топить их дальше. Не агитировать их дальше. Нужно всячески отговаривать их от участия, чтобы не посылать новых, потому что тех уже не знаю. Но я надеюсь, что и хотя бы они в плен попадут и там выживут. А новых-то не надо. То есть зачем? Потому что их ждет такая же участь, как этих. Это просто будет вот как фарш идти, это на убой будет, на убой. Зачем? Надо спасать. Да. Кто будет поднимать экономику Бурятии? Кто? Если все мужчины уйдут на войну и там погибнут. А они погибнут. У нас нет нормального вооружения. Это все займет годы. Сказали, что вот эти дроны, они только через 2 года произведутся. И люди там возмущаются. За 2 года-то вообще все изменится. А почему эти дроны не были готовы к 2022 году тогда? Почему сейчас и покупают все импортное? Вы все деньги шлете, какую-то прорву денег, да, на сборы, ради чего покупать в итоге иностранное, импортное все это, как это, аммунит, и эти военные девайсы все, антидронное ружье, да, вот это, оно же тоже импортное. А почему у нас своего нет? Почему мы не готовы были? То есть, почему мы не готовились тогда? Ни к отражению, ни к человеческим нападению там. Вы не задаете такие вопросы? На самом деле это же очень здорово, что не готовы были. Ну, потому что коррупция все съела. Не, ну, разумеется, я говорю, ну, я просто пытаюсь быть мой номер 2 и задаваться вопросом. А почему я вообще деньги отправляю? У меня зарплата 40 тысяч, я вообще педиатр и должна детей лечить. Какого черта я там таскаюсь? У нас что, дети кончились в Улан-Удэ, что ли? Моя задача сидеть здесь и с детьми. Извините, войну вы начали, вы сами и обеспечиваете военных. Почему они дерут с ваших кошельков? Вы неужели не задаетесь эти вопросы? Это я делаю сама добровольно, потому что, если оказали, возможно, какую-то они помощь. Вы понимаете, что вы добровольно помогаете их дальше убивать, вот что. Да. Так же, как вот эти вот Гудуевы с этой уехали, Яковлевой, которые поддерживали, которые собирали там на... Как там... Ну, когда мобилизация была... Полина, она собирала, да, на... Уже Да, деньги. И она тоже сказала, это не на войну, я не поддерживаю, там, но это на защиту наших солдат. Ну и как это вообще вот это в логике все укладывается, я не знаю, что... Она должна была просто
в своем сторисе, там, не знаю, в постах всячески отговаривать людей от войны, но она очень по-гадски поступила. То есть сама уехала со своим мужем, Да. своего мужа спасла, свои задницы они спасли, при этом еще поддерживают вот это вот сборы на мобилизацию, и сами сидят в Америке и делают вид, что ничего не происходит. Такие: ой, все нормально, мы просто уехали, потому что нам так захотелось, да. Столько денег деньги собирали там они в продолжают, ЛНД. а деньги продолжают И такие вот. зарабатывать россияне. Да. Не, ну кто уехал, тот Это уехал. вообще Это настолько... их выбор. Нет, Нет, ну выбор, но но они должны есть были хотя бы... ответственность. Они должны были выбрать либо рыбку, либо хуй, понимаешь? Извиняюсь, Украина. Ну, просто, как сказать, они-то все понимают же прекрасно, раз сами уехали, да? Они не хотят же, как сказать, чтобы их мужья пошли там на войну и Я там честно, умерли, да? ну, кто там уехал, я против них ничего не имею. То есть уехали. Не, ну я понимаю, я просто их позицию Я вообще живу говорю, потому что... настоящим. Вот происходит эта спецоперация, происходит. Людей отправляют. То есть Ну, я так живу- они не должны туда ехать. Почему они Ну, туда это едут? Они... понятно, что они не должны ехать, но и вот я лично, как я могу повлиять, чтобы они не ехали? Скажи мне, Ваид. Ну, Вот лично я. не способствовать, по крайней мере. Хотя бы не пропагандировать это далее, не Но ездить я там, не уже фототься и не... объяснила, что я это не пропагандировала, это вышло не тем контекстом, не нужно было публиковать, я это поняла, я это вот сейчас уже в прямом эфире раз в 10-й говорю, понимаешь? Мгм. Ну, просто это, тут, Ты как можешь сказать... отстоять свои права, да, возможно, то, что не Мгм. хочу ехать и все. Не каждый так может сделать, ты понимаешь это? Даже если есть те, кто добровольно уехали, есть те. Конкретно Мгм. мой одноклассник уехал добровольно. У меня с И ним что он нет сейчас связи. говорит? У меня с ним нет связи. Мгм. Понимаешь? То есть Ну, есть те люди, кто добровольно едет. И мы этим ну, я понимаю, никак да. способствовать мы не можем. То есть я живу настоящим, что идет, то идет. То есть я не Мгм. смотрю в прошлое, я не смотрю, ну, по крайней мере, в будущее, ну, не смотрю. То, что идет, Все идет. могут смотреть завтрашний день, да? Понимаешь? Ну, я сказала понял, уже, я понял, я сказала понимаю. уже, что я это не пропагандировала, я не за войну. Мгм. Раз ушли, есть такие люди, буряты, это добровольцы, они ушли Да. самостоятельно. Все. Есть такие у меня. Ну, они, ну как их, И они я за не них добровольно не ушли? мешаюсь и не отвечаю за них. Ну, понятно, за них никто не отвечает, но нет, вообще-то они за них отвечает вот эта Российская Федерация, которых туда отправила. То есть они могли бы и не вторгаться Ну, вообще никуда, Это понятно, и тогда да, бы не конкретно, пришлось бы ну, не в нашем умирать случае, никому. да, согласно с нашим регионом, это конкретно Цыденов. Я говорю Кате, Мгм. давайте напишем обращение, Катя напишет обращение, я лично передам Цыденову, лично. Так, а какой смысл? И что он такой, типа, о, блин, Он я такой, меня оказывается, я умнее. военный преступник, да, такой, Ну, о, а щит, как да. нам больше? Всё, Просто да. сидеть в комментариях и между друг другом сраться, давайте так решать. Я Ну, предложила нет, так. почему? Нет, но с Ну. ним бесполезно выходить с ними на связь, то есть они же не будут себя признавать и, да, вот, очухиваться и наручники сами на себя надевать, правильно? То есть это, но о них говорить, надо способствовать их иллюстрации, да, чтобы Но это не про них как поможет, можно просто больше так какие-то народу. делать там отметки, писать в комментариях. Ну и также Нет, письмо ему тоже написать, что он Письмо военный нет преступник, никакого тоже не смысла. поможет. Ну, а у меня почему комментарии не идут? Вот кто-то что-то про меня там пишет, Так, комментарии. я не вижу, честно. Сейчас я. Интересно было бы с Бумбошкиной пообщаться, хороший формат. Да, Мыдыгма, вы наивная? Пишут вам, Мыдыгма, вы наивная? Наивная? В каком плане наивная? Ну, что верите, что Путин великий Владимир Красносолнышко такой все правильно делает. И Ну, выбирает да, я его верю, все да, я слушала, легитимно. я верю.
Да, во-первых, да, Я же вам эфирный уже ваш тут вопрос. столько объяснял, почему вы до сих пор это, как сказать... Ну, вы понимаете, что он как минимум сидит больше, чем, допустим... Вы помните, они к власти вместе приходили с этим... После Билла Клинтона кто был-то там? Буш? Буш, вот. Вы понимаете, Буш когда? Помните президента Буша такого? Он был Я уже не в помню. 2000 году. Вот был такой Буш, они вместе начинали. Ну, там еще Лукашенко, правда, был. Понимаешь, я тут не решаю, сколько там сидеть Путину. Ну, это понятно. Ну, сидит человек, я не могу на это... Сидит и сидит, да. Не, ну смотрите, здесь вот, ну так тоже говорить-то нельзя, смотрите, сидит да сидит, да. Но этот человек решает, как жить в стране, да, грубо говоря, потому что он там всю власть захватил. Решает, получается, сколько будут пенсионеры получать, как будет развиваться страна, будет ли война или нет, какие будут зарплаты платить, в том числе медикам. Вы же понимаете, что идет оптимизация медицины, образования, ну, вообще всех сфер в пользу вот этой вот модели, да, захватнической. То есть усиляются вот эти органы карательные. Знаете, что самое большое количество у нас вот этих вот Росгвардии и так далее в стране, то есть их неадекватно большое количество. Для чего думаете? Чтобы подавлять вот людей, чтобы люди ничего не говорили, сидели смирно. То есть это повторяется тот же самый ГУЛАГ, что при Сталине было. И поэтому, ну вот так вот, как сказать, тоже так нельзя. Это же наша жизнь все-таки общая, да? То есть сидит да сидит. Ну как человек? Вот у вас, допустим, директор будет какой-нибудь сидеть, да, в вашей больнице, который все будет воровать. Вы же не будете там это говорить. Ну ладно, пусть сидит да сидит, что там сделаешь. А он вашу зарплату, допустим, ворует. Вы же так не будете говорить, согласитесь? Ну, конечно. Ну, это уровень президента и уровень больницы. Это, ну, то есть немножко масштабы. Это как бы это одинаково. То есть мы просто все должны были... Президент, он не монарх. Он не монарх. Да? Да, это... Ну, не наш хозяин вообще, не наш кто-то Он не там, наш хозяин. никто. Слуга народа. Да, они наоборот, что он там нас всех поработил, и вот мы все У там... нас его сделали реально какого-то монарха. И, ой, ну это же Путин, ну это же он же решает. И как же он может быть там неправильное решение? Он просто человек, избираемая должность, как там, не знаю, какой... У вас высшее образование, вы же педагог, медик, который 6 лет учились, да? Еще, наверное, потом ординатура. То есть у вас, ну, как сказать, длительное образование было. Почему, ну, как сказать, вы не рассуждаете-то об этом? Вы же интеллигенция, представитель интеллигенции, вы должны об этом тоже задумываться, думать. От вас в том числе, от того, как вы будете... доносить до людей мысли, да, через общение со своими этими пациентами, да, тоже зависит очень много. Так, она зависла вообще. Честно признаться, меня это, ну, прям тоже смутило, когда я увидел у нее в сторис вот эти вот непонятные, что это там, ракеты или как это называть, даже знать название не хочу, оно мне не интересно, и надеюсь, никогда этим не придется воспользоваться. Зачем писать там что-то, зачем это все показывать в Инстаграм, я не знаю. Ну, наверное, хайпа захотела Юля. Окей, она его получила. Но это неправильный хайп, Юля, потому что ты за спорт, а спорт — это мир. Это никак не вяжется с тем, что ты делал у себя в сториках. Это неправильно. Это крайне неправильно. Нельзя никогда вот, выступать за демонстрацию оружия. Нужно быть против этого. Что бы ни было. Ну, честно говоря, Юля выглядит реально как клоунада, как погоня за хайпом. И такая, знаешь, такая неудавшаяся погоня за хайпом, потому что
Слава богу, люди у нас немного понимают, что оружие это плохо. Я не знаю, почему ты не поняла, что оружие это плохо. Это реально не круто. Это не круто. И не нужно здесь себя оправдывать. Потому что это, Юля, крайне неправильно. Ты за спорт, ты за мир. Мир, спорт, понимаешь? Но никак не война и оружие. Понятное дело, что у нас погибло много ребят. Так у них тоже ребята погибают. Друзья, надеюсь, вам это видео понравилось. И вообще, если вам нравится такой контент, пишите комментарии, ставьте лайки. И главное, подписывайтесь. До встречи.